представитель армянского происхождения. Армянином я его, конечно, не назову, потому что у меня очень много друзей армян, которые являются очень достойными ребятами. У меня в Ахмате служит много армян, героически сражаются за нашу родину. Поэтому не буду, наверное, называть его армянином, потому что это было бы даже неправильно с моей точки зрения и позиции. Значит, по имени, чисто русский, по имени Арек, хозяин Москвы, значит, призывает к свержению действующей власти, призывает к открытой, как говорится, к открытому противостоянию против мусульман и евреев. Значит, призывает, я не знаю, ко всем, наверное, все статьи, которые у нас есть в Уголовном кодексе, он по всем прошелся. Но самое страшное это то, что это животное, значит, решило оскорбить весь чеченский народ, и нам он что-то решил, как говорится, показать, что он там что-то сделает. Ну, мне даже вот такие вещи, конечно, они для меня страшны. И вот вчера я-то это увидел только под утро сегодня, получается, ролик там, где это животное, значит, которое так гордо рассказывает, что он хозяин Москвы, как девочка визжит, когда его просто несут. Знаете как? Вот это вот, петух, по-другому его не назовешь. Вот этот петух, который призывает, там, я не знаю, рассказывает, что он сделает с чеченцами, дагестанцами, вот, он считает мусульман и евреев это типа полукровки, короче, всех нас надо отправить к себе домой. Мне интересно, мы, граждане Российской Федерации, находимся в составе России со своими территориями, землями. Арек, а ты с какого бадуна стал, как говорится, представителем России-то? Это тебе надо ехать домой, к себе, в ад. Я честно скажу, мужики, которые, вот я за них скажу, красавцы. Единственное, что я могу поклясться, что если бы я его встретил, где бы то ни было, в первую очередь моя рука потянулась бы к пистолету. И я честно скажу, таких животных вот как раз и надо убирать с нашего государства. Убирать куда угодно. В ад отправлять, вот, прямым ходом. Вот, что, как говорится, заслуживают вот эти люди. Призывающие к свержению действующей власти, призывающие там каким-то, которые говорят, что нас ждет военный переворот. Мне даже интересно, а где наши органы, которые должны были заниматься этим вопросом? Почему должны чеченцы ехать и останавливать вот этого петуха, когда этим должны заниматься действующие органы? Почему? Вот это интересно, конечно. Если бы он был чеченцем, ему даже было бы 10 лет, и он там кого-то ударил бы, сразу возбудили бы дело. И в Москве начались бы большие такие, знаете, бури в стакане воды. Смотрите, какие чеченцы плохие. Где реакция? А вот когда вы бездействуете и наступает реакция такого характера, вы должны понимать, что на самом деле просто так оскорблять чеченский народ нельзя. Мы-то не собираемся просто молчать. Мы любим спрашивать за каждое оскорбление, которое нам нанесли. И будем это делать всегда, что бы ни происходило. Теперь второй вопрос. На днях скидывают, мне человек 50 мне скинуло видео, где, значит, рассказывает о том, что мусульмане Москвы, если будет приказ муллы, в один день перережут всю Москву, и рассказывает о том, что у нас вера неправильная. Ну, опять, какой-то дебил, который натянул на себя рясу. Реально, кроме как дебила я его не назову. Это представители войска Антихриста, никак по-другому. Рассказывает 2 миллиардам мусульман, что у нас вера неправильная. У меня встает вопрос, а ты кто такой, чтобы такие вещи говорить? В России проживает коренных 30 миллионов мусульман. И что ты нам хочешь рассказать, какая у нас вера, правильная или неправильная? В то время как мы делаем все для того, чтобы объединить мусульман и христиан, какой-то вот опять еще один дебил тоже делает такие провокационные вбросы. Но и у меня встает вопрос. Вот надо обязательно, чтобы кто-то пошел, нарушил закон и что-то сделал для того, чтобы вот такие вот дебилы не говорили таких вещей.
Почему к ним не применяются меры уголовного характера? Почему не возбуждаются уголовные дела? Почему минимум, ладно, если он старый, там, дебил, мозгов нету, но почему хотя бы официально не приносятся извинения? А мы куда хотим прийти-то? Неужели вы не понимаете, что единственное, через что можно развалить Россию, это межнациональный или межконфессиональный конфликт? И сейчас они это осознали, и они делают все для того, чтобы раскачать ситуацию, либо в том формате. А почему мы все вот так набросились, таджики, узбеки, киргизы, ай-яй-яй, какие они плохие? Подождите. У нас на днях теракт был. Сколько их терактов идет? Насколько я знаю, эти теракты совершают не таджики, не узбеки, не киргизы. Нам надо заниматься совсем другими вопросами. И мы должны реально проснуться и понять. Если только мы будем едины, мы сможем выстоять. Если мы будем вместе, только в этом случае мы сможем победить. И если любой поднимает голову национализма, эту голову надо срубить. Просто ее надо срубить, эту голову. Потому что на кону стоит Россия. Надо сажать любого, кто просто пасть свою откроет в отношении... Машаллах, блядь. В России так не делают. Мне это зачем? Свою оценку дал и министр по национальной политике Чечни Ахмед Дудаев. Щепихина не похитили, а задержали. По словам чиновника, полиция республики проводит проверку по статье об оскорблении чувств верующих. Сотрудники правоохранительных органов, которые проводили задержание, они по сути спасли ему жизнь или как минимум здоровье. Поскольку сотни тысяч мусульман, и не только мусульман, а всех верующих в нашей стране, которые слышали его недозволительные, оскорбительные высказывания в адрес религии, Бога, национальностей, они в буквальном смысле кипели желанием поскорее призвать к ответу. Машаллах, блядь. Связался, блядь, с ФСБ, блядь, с первым замом, там, Сергеем Борисовичем. Команду человека дал, пока они связались там. 3 часа эту мужчину, блядь, держали ночью, блядь. И вот так вот вся история, больше ничего. Мы им сказали сразу, блядь, где-то в районе, блядь, сейчас вышел, где-то, блядь, может, такси сядет, блядь, надо его посмотреть. Но пока они ночью, ты представляешь, они его машину забрали и поехали. И позвонили, вот мы его задержали, что нам делать? Я говорю, пока ждите где-нибудь. Они вот в ресторан заехали и ждали. Геморрой создали, блядь, на ровном месте, блядь. Пришел сигнал к нам. Мне сказали, что вот, блядь, какой-то, блядь, вот этот вот ролики скинули. Блядь, вот такой вот, блядь, какой-то экстремист, блядь, хуй его знает, кто он, блядь. На вокзале вот он уехать хочет со страны, блядь. Я отправил своих ребят, блядь, его задержите, и потом, как задержите, свяжемся, блядь, скажем, куда его, блядь, доставить, блядь. Они его нашли, блядь, в этом ебаном вокзале, когда он хотел чухнуть, блядь. Забрали, блядь. Пока забирали, пока, блядь, ехали, блядь. Целый, блядь, геморрой создали. Я не представляю, блядь, в этой стране, как преступников ловить вообще, блядь. Ночью было, блядь, да я понимаю, да. Было, вся это геморрой был. Потом связался, блядь, с ФСБ, блядь, с первым замом, там, Сергеем Борисовичем. Команду человека дал, пока они связались там. 3 часа эту мужчину, блядь, держали ночью, блядь. И вот так вот вся история, больше ничего. Он не у нас, да, они вот держали мужчину, которые выехали, блядь, заправиться. И, они его держали, и они говорят, слушайте, вы нам, сейчас этот человек убежит, он вот в ресторане сидит, блядь. Нет, блядь, нихуя не слушали. Блядь, 2-3 часа держали, пока там все связались, блядь, друг друга поняли, блядь, потом вместе поехали, блядь. Этот чёрт оттуда выскочил и позвонил там куда-то домой. Эта вся проблема была в том, что они же видят, мигалка, блядь, сотрудники полиции, блядь, если тебе информация поступила, блядь, по такой вот, кто, любой что сделает, блядь, поедет, по крайней мере, посмотрит. Они там его увидели, блядь, орящего, кричащего, его забирают, блядь, никто, полиция, никто не подходит больше, блядь. Пока до поезда приехали, а эти ребята наши его там оставили, сказали там, посмотрите, чтобы он отсюда не вышел другим ребятам. И поехали на заправку, блядь. Пока они там заправились, они развернулись, приехали, они их тормознули, блядь. Тормоз, 3 часа, блядь, на дороге все снимали, блядь, видел, да? Да, кто присматривал, он, как он мог присматривать, он там, который находится, работает, парень тоже, знаешь. Как-то
выскочил, блядь, и чухнул оттуда, блядь. Машалла, блядь.